Друзья, всем привет! Пока вы подключаетесь, я подожду чуть-чуть. Как только у нас все желающие появятся в онлайне, мы с вами начнем. И мы традиционно проводим небольшой тест качества связи. Если вам хорошо меня видно, слышно, то, пожалуйста, поставьте по 10-бальной шкале, насколько это хорошо. Да, привет всем. Давид, тебе. Помню, что у тебя было сообщение неотвеченное в ВК. Сегодня тебе отвечу. 10. Прекрасно. Хорошо. Если со связью все в порядке, то давайте начинать. Мы сегодня с вами продолжаем. Уже близится у нас к завершению цикл трансляций, посвященных секретам успеха онлайн-предпринимателей. Не только онлайн-предпринимателей, но и, в принципе, тех людей, которые занимаются бизнесом. Для офлайн-предпринимателей они не менее важные. И мы с вами... Меня зовут Сергей Еленин, как вы знаете. Я занимаюсь тем, что сам веду свои собственные бизнесы, помогаю другим эти бизнесы делать более прибыльными. И еще активно занимаюсь инвестициями. Это тоже одно из моих направлений. То есть я разные вещи. Спасибо всем, кто делится трансляциями, друзья, очень приятно. Я занимаюсь разными вещами, и всем, чем я занимаюсь, мне нравится делиться с теми, кто тоже хочет в тех темах, в которых я уже немножко разобрался, достичь успеха. И мы сегодня с вами говорим про 6-й закон. Кстати, как у вас дела в бизнесе? Расскажите, что прет, что не прет. Напишите хотя бы в 2 словах в комментариях. Вот у нас сейчас самая главная проблема в бизнесе, то, что не хватает сотрудников, хочется их больше, и не хватает сильно времени на реализацию. Все понятно, все делается, но вот как поделиться трансляцией? Есть кнопочка «Поделиться». У кого-то не прет. Эту кнопочку можно найти, если как следует поковырять свой перископ. Не бойтесь его ковырять. Дым из телефона не пойдет. Проверено. Вот я что не делал с перископом, дым из него так и не появился. По осени появились заказчики. Тоже хорошее дело. Денег не хватает, сотрудников. Но это, мне кажется, в любой ситуации любого человека, что денег всегда меньше, чем и хочется. А у Томаса прет отлично. Рад это слышать. Окей. Сегодня говорим с вами о 6-м законе. И что хочется вам сказать по поводу 6-го закона. Звучит он так. Обязательно планировать на формате гипотез то, что вы собираетесь делать в ближайшее время. Что я имею в виду? Во-первых, само по себе планирование. Я уверен, что вам уже 1000 раз со страниц книг, средств массовой информации, каких-то, может быть, тренингов вам говорили, что, ребята, нужно обязательно планировать. И я могу вам так сказать, когда-то я к планированию относился спустя рукава, и мне казалось, что, планирование какая-то фигня. Это длилось ровно до того времени, пока у меня не выросло количество проектов, количество сотрудников и, само собой, количество денег в обороте бизнеса. И в тот момент, когда это выросло, я стал с планированием заморачиваться сильно серьезней. Я помню ситуацию. Кто из вас, кстати, знает Олега Горяча? Поставьте плюсики в чате, кто слышал имя этого инфобизнесмена. Минус, кто не знает, кто это такой. Олег Горячо. Да, у него такая смешная фамилия. Есть люди, которые его знают. Угу. Ну вот, если захотите, загуглите. Человек, которого я могу смело рекомендовать, это мой наставник, человек, которому очень много меня научил, и у которого до сих пор учусь, человек, с которого начался мой вообще путь в инфобизнесе, то есть зарабатывание денег на продажу упаковки информации. Это инфобизнесмен. Сейчас он является владельцем сервиса JustClick. Ну вот, если захотите, посмотрите. Очень классный, позитивный парень. И когда-то, я помню, мы были во Вьетнаме, вместе с ним, с его женой на тренинге выездном. И мы тогда с Натой просто были на пляже, да, то есть я там акробатикой занимался, Олег катался на кайте, и Ната мне говорит, что, слушай, я вот удивлен, но я удивлена, говорит, но вот я не знаю, почему-то Олег постоянно планирует. Вот я как не приду, спрашиваю, что ты делаешь, он говорит, я планирую. И он планирует. Я знать не знаю, что там можно столько времени планировать, но вот он посвящает этому прям несколько дней. Меня тогда это признание удивило. Я думал, ну что же можно планировать там все это время. И я, в принципе, знал примерно доходы тогда Олега. И прошло несколько лет. Это было в 2013 году, по-моему, или в 2014, наверное, в 2013 все-таки. И спустя какое-то время я понял, о чем она говорила и что там планировали. Сейчас я сам могу 2 или 3 дня потратить на планирование, расписание гипотез в бизнесе. И я считаю, что это принципиально важно. Почему? Я прям тестировал. Как только я, например, месяц не начинаю с планирования, месяц у меня по результатам эффективности, я меряю в деньгах, по уровню дохода, почему-то проваливается. Да? Как только планирование простроено, и этому планированию я постоянно следую,
месяц получается по доходам выше, чем предыдущий. Теперь важный вопрос, который тоже хочу осветить. Что я подразумеваю под планированием и расписанием гипотез? Предположим, вы начали месяц, сейчас начался месяц октябрь. Могу ли я снять очки? Конечно, могу, но я буду вас плохо видеть, и вам будет тоже тяжело. А зачем? Они бликуют у вас или что? Впервые такая просьба. Что еще снять, друзья, напишите в чате. Смотрите, для примера, вы начинаете планировать что-то, и после того, как вы начали, вы планируете деятельность своего бизнеса на месяц. Первое, что я бы советовал, поставить цель в деньгах, ту цель, которую вы получите в конце месяца. Да? Сколько денег принесет ваш бизнес или любая деятельность, которую вы сейчас ведете. Дальше следующая вещь, которую я советую вам сделать, это расписать эту цель, оцифровать ее, что называется, расписать ее, как и при помощи чего вы будете получать. Давайте прям простой проведем тест. Кто из вас каким бизнесом занимается? Я сейчас вам расскажу немножко о том, что такое декомпозирование своей цели. Стриптизерша, прекрасно. Будет интересно, если вы из бизнеса особенно. Сетевой, общепит. Сетевых у нас здесь много. Строительство, сетевой. Ниши у всех разные. Смотрите, что бы я сделал, да? Например, если говорить про ваш ниш. Допустим, возьмем нишу строительства. Если это строительство, если это ниша строительства, да, то, наверное, прям очень предположительно будем говорить о том, что в строительстве мы занимаемся арендой спецтехники. Да? И у нас задача стоит декомпозировать эту аренду спецтехники так, чтобы мы в конце получили продаж на 1 миллион оборот от бизнеса. Что значит я расписываю эту цель по гипотезам? Это значит, что я беру и пишу себе несколько направлений, желательно, чтобы это было 5-10 гипотез, при помощи которых я могу достичь этой цели. Например, я знаю, что стабильно у меня приходит какой-то объем продаж, я сделаю, если я буду подавать объявление на Авито. Да, то есть я пишу себе Авито и пишу примерно, какой объем продаж за предыдущий месяц мне принес этот источник трафика, то есть я знаю, что на 200 тысяч мы продадим. В среднем, допустим, у меня показатели мои 600 тысяч каждый месяц, я хочу увеличить до 1 миллиона. Я пишу Авито 200 тысяч. Дальше я начинаю думать, что еще, какие новые действия, которые я сейчас не делаю, либо делаю мало, могут мне, какой источник трафика в нашем случае может принести еще какую-то доходность. Например, я понимаю, что у нас совсем идет работа с клиентской базой текущей. Да? То есть мы просто где-то у нас клиенты записаны, но мы не звоним, ничего не предлагаем. И я в этот случае пишу работа с клиентами. Да? И как только я записал работу с клиентами, я могу примерно в голове представить себе, что, окей, предположим, я сделаю так, что проведу какую-то специальную акцию для клиентов, например, из серии, что если вы сейчас в этом месяце закажете наши услуги на сумму X, то в итоге вы получите скидку 5%. Например, если я ставлю, что окей, с этого канала я могу получить 150 продаж, если я со средним чеком в 15 тысяч рублей продам 10 клиентам. Да? Записал себе это. Дальше следующая вещь, которую я могу сделать, это написать для себя гипотезу, откуда еще могут прийти деньги. Пусть, например, это будет сарафанное радио. Да? С теми же своими клиентами я могу им тоже позвонить, да, и в начале месяца сделать им предложение поучаствовать в акции. В конце месяца я могу им предложить, да, или через 2 недели и сказать, пожалуйста, вот у нас сейчас проходит тоже акция, мы сейчас акция «Приди друга», да, стандартная сарафанка, то есть здравствуйте, скажите, пожалуйста, вам понравились наши услуги? Да, понравились. Окей, в таком случае, почему бы нам не сделать так? Спасибо за позитив. В чате, конечно, комментаторы некоторые очень впечатляют своей оригинальностью. Почему бы нам, если вам понравилось качество наших услуг, как вы думаете, кому вы могли бы еще порекомендовать, кому наши услуги могли бы быть полезны? Да? И люди не просто вам говорят, что да, я бы порекомендовал соседу, собаке и сестре, а прям называют вам конкретные имена и говорят, давай вот этим людям, давайте позвоните этим людям, им, скорее всего, ваше предложение будет интересно. Вы это делаете, соответственно, у вас появляется
потенциальное количество каких-то лидов, часть из них вы тоже закрываете. Да? Вот вам еще одна гипотеза, как вы еще можете получить доходы. Или вы пишете там, окей, что мы до этого мало работали с партнерами, у нас есть список из 20 потенциальных партнеров, мы выкатим для них коммерческое предложение, это коммерческое предложение нам нужно просто сделать. Да, после этого у нас собран список уже 40 потенциальных партнеров, мы им отправим коммерческое предложение, каждого из них обзвоним, и с этого тоже получим какие-то деньги. Да? То есть вот таким образом мы прописываем все необходимые гипотезы, и суммарно эти гипотезы должны собрать, там, допустим, 1 миллион. При том, что мы знаем, что, допустим, первая половина гипотез у нас уже работает, вторая половина пока не работает, но наша задача это сделать. И мы после этого, вот мы расписали эти гипотезы, при том, что я советую, как декомпозировать свои цели. Кроме того, что вы поставили себе эту цель, да, вы должны понимать, что если вот вы решили резко получить какие-то новые результаты, скорее всего у вас, ну, в лучшем случае, там, по каждому из половины источников трафика вы не успеете сделать. По половине у вас вместо 100% того, что вы написали, там, вместо 200 тысяч, допустим, по работе с партнерами, у вас придет там только 50 или 100. Но в совокупности, да, если это даст 25% от того, что запланировали, этот канал трафика даст 50% от того, что запланировали, в сумме это может быть действительно ростом в 1,5-2 раза. Поэтому я бы цель по декомпозиции, если вы сильно хотите вырасти, ставил больше, чем ваши возможности. Это работает лучше. Плюс к этому, если с этим понятно, поставьте плюсики в чате. Что такое декомпозиция вашей цели? Чаще всего, если мы говорим про свой бизнес, декомпозиция цели упирается в работу с новыми каналами трафика, либо с каналами трафика, которые сейчас у вас не охвачены. Следующая вещь, которую вы обязательно должны сделать, это расписать свою цель с контрольными точками по временному промежутку. То есть вы берете и ставите себе, что окей, 1 миллион рублей, это значит, что в неделю я должен продавать на 250 тысяч. 4 недели по 250 тысяч, миллион в итоге. Что такое? И дальше вы декомпозируете на отдельные итерации, на отдельные продажи. Что такое 250 тысяч рублей? Предположим, у нас средний чек по клиенту 15-20 тысяч рублей. И вы считаете, сколько клиентов каждую неделю вы должны получать, чтобы выполнять этот план. И потом, само собой, вы каждую неделю делаете срез, то есть вы смотрите, насколько вы справились с планом, считаете, какой у вас дефицит на этой неделе относительно вашей цели, и на следующую неделю дописываете себе новые действия, которые помогут не просто закрыть цель второй недели, декомпозировать это, разделять, да, расписывать на отдельные участки работ, на отдельные уровни, отдельные источники трафика, на отдельные временные промежутки. Вот здесь неделю столько, здесь столько, здесь столько. Вот с этого канала трафика не просто 200 тысяч, а написали, что при среднем чеке в 15 тысяч рублей нам нужно 15 новых клиентов. Это значит, что с этого канала трафика каждую неделю у нас должно приходить по 4 новых человека, к примеру. Дальше расписали и контролируйте. Если у вас с первой недели сложился дефицит, то вы должны в начале второй недели обязательно себе внести в план работ не только закрытие первой, ура, мы в топе, круто, спасибо, вы молодцы, не только закрытие второй недели по результатам, но и обязательно сделать так, чтобы у вас в плане второй недели был учтен этот дефицит, и как вы его вместе с планом второй недели тоже будете закрывать, чтобы к концу второй недели дефицита не было. То есть вот эти вещи, с одной стороны, они кажутся там достаточно сложными, особенно человеку, который это никогда не делал. Но практика показывает, да, и моя собственная, и тех бизнесменов, с кем мы общаемся, у нас есть клуб бизнесменов-инвесторов в формате мастер-майнда, я о нем время от времени пишу в своих социальных сетях, что именно эти вещи дают результат на регулярной основе. Результат, когда можно прогнозировать рост своих показателей, результат, когда вы не сидите каждую неделю, не думаете каждый новый месяц, что блин, где я возьму эти деньги, как, откуда я их получу. У вас есть план, ваша дорожная карта, и в рамках этой дорожной карты вы все расписали заранее. Вам не нужно сидеть и каждый день думать, блин, что такого сделать, чтобы денег заработать. Вот это отличает от стихийного бизнесмена, от бизнесмена, который действительно получает результаты и который может говорить о том, что у меня в бизнесе стабильно вот такой вот есть доход. Собственно, я вам желаю как можно скорее прийти в ту точку, где у вас в бизнесе будет стабильный доход, даже если у вас начинающий бизнес, даже если вы начинающий сетевик. Сетевики могут расписывать по количеству встреч, по количеству контактов, по количеству звонков, по количеству новых заявок в их потенциальный бизнес и так далее. То есть здесь эту систему можно применить к любому абсолютно виду деятельности, к любой сфере. Вопрос только в том, что либо вы этого не делаете,
потому что не знаете об этом инструменте, либо вы просто ленивы и считаете, что планирование придумали инопланетяне из созвездия Тау-Кита, чтобы было легче завоевать человечество. Да, и каждый раз, когда я сажусь писать планы, я просто иду на поводу инопланетной гадины. Ваше дело, но попробуйте. Давайте в конце я вам еще дам обязательно практический некий шаг, который вы можете сделать сегодня. Да, то есть попробуйте прямо сегодня сесть и сделать простую декомпозицию. Декомпозицию своей... Мы вместе с Парижским шоу круто. Максим, молодцы. Спасибо всем за сердца, кто вот вам... Всем большая благодарность от меня лично. Я благодаря вам буду стараться делать больше интересных трансляций. Все, что вам нужно сделать, сегодня один практический шаг. Это прямо сейчас возьмите, да, или там, когда у вас будет свое намерение, сядьте и декомпозируйте на этот месяц, на октябрь, свою собственную цель по доходам, по оборотам, по прибыли. Распишите, как именно вы придете к этой цели, чтобы вы прям до единой заявки, до одного клика на сайте видели, что конкретно вам делать нужно, чтобы получить эту цель, чтобы поставить галочку в конце месяца и сказать: круто, она завершилась, я это сделал. Я, например, сегодня вторник, вчера декомпозировал эту цель в понедельник, потому что это был первый понедельник начала месяца, и я уже точно знаю, что нужно делать, да, мне и моей команде, чтобы мы этот результат получили в конце этого месяца. Что скажу про вендинг кофе? Скажу, что оно существует. Да? То есть, когда мне задают вопросы из серии «Работает», у меня есть незнакомые, часто задают вопросы из серии: а как ты думаешь, эта ниша попрет? Прет не ниша. Прет всегда количество усилий, прет всегда количество ваших экспертных компетенций и количество действий, которые можно и на спичках зарабатывать миллионы, а можно и на инвестициях зарабатывать 5000 рублей в месяц. Если ты домохозяйка, что могу сказать? У тебя тоже должны быть какие-то свои цели, которые ты ставишь для себя лично, которые ты хотела бы закрыть. Но мы все-таки больше про бизнес. Если ты домохозяйка, найди бизнес, которым тебе будет интересно заниматься, и в нем можешь декомпозировать тоже для себя цели на месяц. Если вам было сегодня интересно, полезно, поставьте 3 восклицательных знака в чат. Я вижу, что вам понравилось ставить сердечки. Для кого-то это прям игра. Сергей интересует программа по автоматизации телефонной базы ваших клиентов по очень выгодной цене. Если это вопрос, особо меня не интересует автоматизация. У нас всю автоматизацию делает JustClick, какую надо, либо какие-то другие решения. Компания буксует третий год, что делать? Найти специалиста, который является экспертом по выходу из вот таких вот буксирующих моментов. Таких огромное количество людей, напиши в личку, я тебе порекомендую из своих знакомых. Сколько у нас оборот? По разным проектам по-разному, но вот по социальным сетям в среднем там от 500 тысяч до 1 200 000. Но у нас маржа высокая, у нас маржа там, от 50 до 80% в бизнесе. Какой-то еще вопрос был, не успел его заметить. JustClick, да, JustClick — это сервис автоматизации инфобизнеса, которым мы пользуемся. Все, друзья, давайте на этом заканчивать, мне уже тоже пора дальше бежать. Мы с вами увидимся завтра. Завтра у нас 21:30 СММ-порка. Присылайте свои аккаунты, выпрям их как следует. На этом я сегодня с вами попрощаюсь. Всем спасибо за внимание и ваши сердечки. На связи был Сергей Ленин. Лучшей благодарностью для меня будет не только ваши сердечки, но и то, что вы пойдете сейчас и сделаете одно практическое упражнение, которое может сильно продвинуть вас в ваших результатах. Всем пока!